С запада на восток на 10 тысяч километров раскинулась наша страна Россия. В ней проживает более 150 национальностей. Всего нас 141 миллион 895 тысяч человек. Если все мы возьмемся за руки и встанем в хоровод, то сможем опоясать нашу страну 9 раз. Это будет самый большой национальный хоровод в мире. Республика Коми на 70% покрыта лесом и на 15% болотами. И этот лес и эти болота, они находятся под охраной ЮНЕСКО. А вот там находится поселок Ижма, население которого преимущественно состоит из народа Коми. К ним-то мы идем. О, дорога. Наконец-то. Дорогу к селу проложили совсем недавно, каких-то 20 лет назад. Раньше сюда добирались по воздуху. Ижму мы выбрали не случайно. Здесь, вдали от городской суеты, погрузившись в размеренный уклад сельской жизни, можно по-настоящему узнать народ Коми, его обычаи и традиции. Среди местных жителей немало оленеводов. Кстати, здесь считают, что именно коми-ижемцы первыми оценили преимущество этого рода занятий, переняв его у своих соседей немцев. А еще, приехав сюда, можно запросто подойти к любому человеку и спросить, как пройти к чуму. Туриста здесь не обидят, пошлют куда надо. Традиционное жилище коми-оленеводов – это чум. Причем думать, что чумы остались далеко в прошлом – это дело совсем напрасное. Коми-оленеводы до сих пор живут в чумах. Современные ученые пытались создать удобный дом передвижной, но у них ничего не получилось. Чум был и остается самым удобным передвижным домом для коми-оленеводов. Зинаида Павловна, правильно я все сказал? Правильно. Вот, а что это такое у вас? Только вот вы одеты совершенно неправильно. Нужно одеть нашу сухонную парку, и в ней будет намного теплее. Заботливую женщину зовут Зинаида Павловна. Она известная на всю округу чумовладелица. В ее доме, точнее чуме, каждому гостю рады. Зинаида Павловна – настоящая законодательница в науке гостеприимства. А слушаться ее – страшное преступление. Ну вот все, раз я точно не замерзну, расскажите мне, почему чум – это самый удобный дом для оленевода? А потому что чум легко разбирается, легко собирается. Жерди, они уже сухие настолько, что легко возить их на оленях, поэтому чум самое теплое и самое удобное жилище. Сколько нужно времени, чтобы разобрать и собрать чум? Ну, разобрать, может быть, час. Ага. А собрать вообще полчаса. Представляете, за полчаса раз, и у тебя уже стоит дом. Ученые считают, что чум – это первый опыт человека по созданию собственного жилья. Образец получился прост и удобен. Построить такой дом каждому по силам. Зинаида Павловна, а внутрь пустите? Конечно. Пошли. Все, пойдемте. Как это открывается-то? Вот так вот все. Готовим. Ух ты. Обогревшись, начинаем расспрашивать Зинаиду Павловну об особенностях чумоустройства народа Коми. Правда ли, что у всего здесь, будто чайник или сундук, есть свое место? Жерди, вот видите, на жердях висит полотенце, да, там вижу, рукомойник, вот, умываться. А на передних жердях там тоже полотенце для посуды. А сундук, вот этот он тоже всегда здесь должен стоять? Они всегда здесь стоят, потому что там посуда хранится. Да. Да. А вот здесь вот еще стоит кут, вот на нем сидит обязательно хозяйка чума, чумоработница. Только здесь сидит и больше нигде не может сидеть? Ну почему? Ну это главное место для хозяйки. То есть это ее трон? Да, трон.
В подчинении у хозяйки чума не только чашки да ложки, но и несколько живых душ. А правда, что у вас есть олень? Конечно, у меня есть олень, ему 2 года, его зовут Студент. Самым любимым лакомством для оленей является мох ягель. Он тут растет везде, его они и откапывают под снегом. Олень-студент очень дружелюбный, катает детей, позирует на камеру. А вот его лесные сородичи довольно пугливы. Просто так к ним не подойдешь. Да и оленеводы не особо жалуют посторонних. К стаду не допускают, боятся с глаза. Еще бы, такое золото беречь нужно. Ведь олень в этих местах – все. Не только средство передвижения, но и ценный мех. Хотя об этом лучше поговорим подальше от студента. Вот это вот малица, это меховая малица. Видите, она сшита из взрослого оленя. Да. Да. Голова оленя, голова этой меховой малицы, она, конечно, из пыжика. И сверху, а тут еще и это трехмесячного оленя. В общем, малица шьется из разновозрастных видов оленя. А это вот вы суконную парку одевали, а это суконные липты. Эти липты обувают и под резиновые сапоги. И бывает, что под тобаки, это вот тобаки, это меховая обувь. В ней без этих тобаков нельзя в тундру выезжать, потому что тут и колени греются, и ноги все в тепле, и человек себя очень комфортно чувствует. У Зинаиды Павловны представлена вся зимняя коллекция. Назвать ее можно «Зима-дубак». У жителей Крайнего Севера такая одежда всегда в моде. Это оберег. Делать он из оленевого меха и кожи. А вот где его делают и как он мне достался, я вам сейчас расскажу. Недалеко от Ижмы расположено село с названием Сизявск. Славится оно своей мастерской кожаных изделий. Гордость фирмы, разумеется, пимы, традиционная обувь народа коми. Первое, что поражает воображение гостей – огромное количество вот таких вот маленьких шкурок. Они сняты с ног оленей и называются комус. За ответом на вопрос, стоит ли шкурка выделки, мы обратились к заведующей мастерской Наталье Чупровой. Из этой маленькой шкурки получается прекрасное изделие, теплая меховая национальная обувь. Пимы. Но для этого нужно приложить очень много усилий многих людей. Все начинается на складе. Здесь камус принимают, сортируют по цвету, толщине и размеру. На первый взгляд дело простое, но не тут-то было. Вот это нет. Нет? Почему нет? Нет, потому что серединка белого узора отсутствует. А, здесь тоже должно быть белое. Дальше эти шкурки выдаются мастерам. Пойдемте к мастерам. Здесь мастера еще раз проверяют шкурки, и если все в порядке, их отправляют на замачивание. Кладут на 24 часа в сырые опилки. После этого комус проходит процесс косования или снятия мездры. Вот этот процесс называется косование. Он нужен для того, чтобы шкурку сделать мягкой и шелковистой. Тут шампуни не помогут. Нужна вот такая вот острая коса. После косования мастера подбирают каждой шкурке свое место. Всего на пару пимов уходит ровно 12 шкурок с ног 3 оленей. После того, как место каждой шкурки определено, их раскраивают и сшивают. Ох, как здесь жарко, как здесь тепло. Вот они у нас тут сохнут. Поставлены на такие колодки, направлены, все промерено, пробиты, все хорошо измеряется, все растягивается, чтобы подклад сел хорошо, чтобы форма, узоры, чтобы были на месте, 2 пары, чтобы были идентичны совершенно. Это все у нас тут происходит. В такой сауне пимы проводят сутки, отдыхают и не парятся. Потом им приделывают подошву и отправляют на склад.
Здесь национальная повседневная обувь народа коми ждет своего часа. Так, что это здесь у нас? Ижемский районный историко-краеведческий музей. Правильно прибыли. Здесь у нас назначена встреча с удивительным коллективом. Ижемскому коллективу «Щелым-щелым» в переводе с коми «Сердечная песня» около 5 лет. Самому солидному участнику, кстати, вот он, 74 года, самому молодому 48, а девушки здесь без возраста. Здравствуйте. Здравствуйте. Не ждали? Нет. Вы знаете, шел на вашу песню. Слышу, поют песню о Василисе какой-то. Шилам-шилам, это что это такое? Споем. Вот замечательно. Но мне не терпится узнать, что это за Василиса такая, чем она прославилась, что про нее аж песню написали и спели. Это батя Иван составил такую песню, когда родилась она, и вот он составил, что... Под Новый год родилась Василиса. Вы идите сюда, расскажите мне поближе. Под Новый год родилась Василиса, и отец, значит, назвал ее Василисой. Да. Вот про эту женщину и песню. Она уже пенсионерка, у нее уже все выросли дети, пошли внуки, но успевает она везде. У нее большая семья, и везде она успевает. Щелым-щелым постоянно ездят с гастролями по республике Коми. Коллектив этот знают и любят. Актеры не только исполняют песни, но и собирают фольклор. Благодаря им происходит культурный обмен между деревнями, селами и городами. Сейчас и мы узнаем, о чем поет народ Коми. У нас очень много песен в репертуаре трудовых. Про оленеводов, как валят лес. Сплавляют лес, как сплавляют, да. У нас очень хорошая песня есть, вот как сплавляют лес. Везде их очень хорошо принимают этой песни, потому что это оригинал уже, не знаю, в каком году было написано. И люди как-то, особенно те, которые пожилые, как будто себя видят в этой песне. Среди участниц сердечной песни немало давнишних подруг. Это уже потом музыка их связала, а еще раньше их связала тундра. Вот мы вот со своей подругой Леной с малых лет в тундре родились. Родители у нее у нас. Потом вместе вот всю жизнь попали в дошкольное, кончили в школу вместе. Я приехала с города, опять мы тут встретились. То есть судьба. По оленям тропам мы как бы идем и находим друг друга. Стоять столбом рядом с этими женщинами просто невозможно. Энергетика такая, что ноги сами идут в пляс. Мои визави словно этого и ждали. С радостью подыгрывают. Трудно пожелать что-то еще таким веселым и жизнерадостным людям. Тем не менее, я попытался. Я хочу пожелать коллективу «Щелым-щелым» очень-очень-очень много здоровья, счастья, любви, успеха. Но я не понимаю, правда, зачем я это желаю, потому что наверняка у них это все есть. Ну, я так... Что вы хотите? Потому что мы вам понравились. Ну, конечно, понравились-то. Нет, а сами вы себе что хотите пожелать? Вот, есть Творческих дальнейших успехов. Мы будем продолжать, чтобы ансамбль до 15-20 лет фольклорно существовали. Мы будем здоровы, не будем болеть, и мы будем жить, и петь, и радовать людей. И не стареть. И не стареть, ни душой. Охота – один из главных промыслов народа Коми. На севере заниматься сельским хозяйством всегда было трудно, мешал суровый климат. Поэтому пойти в лес и вернуться оттуда живым, здоровым и непременно с добычей – святая обязанность каждого мужчины. Познакомить нашу программу с особенностями национальной коми-охоты взялся местный кузьмич Петр Семенович Канев. За Петром Семеновичем просто не угнаться. Ну ничего, еще 10 километров. Вот так вот.
Сначала потомственный охотник решил заглянуть в одну из своих ловушек, а заодно показать нам принцип ее действия. Ехали долго. В конце пути нас ждал охотничий трофей. Это что за зверь? Это косач. Косач? Да, попался. А что это за птица такая? Косач. Тетерева. А, ну как тетерев, да? Ага. Он замерз, судя по всему, или удушился. Неделю назад уже постоял. Для тех, кому птичку жалко, сообщаю утешительную информацию. Тетерев-косач – птица нередкая. К тому же очень вкусная. Ну как тут устоять? Косач обожает свежие шишки и веточки. Ими охотник и заманивает пернатого в ловушку. Мы хотели ставить ловушку для птицы, но Петр Семенович увидел тропу лисы. Как он определил, очень просто. Если бы это была собака, собака бы провалилась в снегу, а лиса прошла плавно. Лиса жителям этих мест знакома не только по сказкам. Капкан на рыжую хитрюгу ставят часто. Найти бы только ее тропу. А сильно он щелкает? Вот если человек, он щелкнет. Сильно, я могу показать. Только пальцы не суйте, ради бога. Ага. Делается так. Опа. Поставив капкан, Петр доверил мне ответственную миссию – замаскировать следы. Я старался как мог. Отойдя примерно на километр, наш проводник объявил привал. Развел костер и заварил чаек. На вопрос об алкоголе отмахивался. Настоящие охотники не пьют. Глаз должен быть острым, ум трезвым. На охоте всякое бывает. И здесь настало время травить байки. Собаки прибежали и сразу к избушке туда. Вот тут там медведь небольшой. Выскочил. Ну, они голодные, обычно заходят весной. Ну, голодные куда, если где-то в мае долго лед не идет. И на нас. За разговорами заметили. Стало смеркаться. Суровый коми-охотник приказал прощаться. До темноты нужно вернуться домой. Ночевку в лесу городской житель не перенесет. Холодно, да и волки бродят. А слушаться не смеем. Я желаю вам огромного здоровья и всегда удачной охоты. После такой прогулки невольно чувствуешь себя ближе к тайнам мироздания. Все жители тут немного философы. Выходишь из леса, даже если с пустыми руками, то точно не с пустой душой. У Зинаиды Павловны голодным не останется никто. Таков девиз радушной хозяйки. Напоследок она пообещала нас вкусно накормить. Сегодня мы будем готовить пуем-яй. И готовится оно очень просто. Берется оленье мясо, варится и подается к столу. Если вы были в республике Коми и не попробовали оленину, считайте, что потратили время зря. Оленина – нежный диетический продукт, деликатес самого высокого уровня. Можете ли вы похвастаться тем, что пробовали оленину? Между тем, каждый представитель народа Коми может этим похвастаться. А сейчас к ним присоединюсь и я. Итак, с вашего позволения, пробуем. Пожалуйста. Ну вот, по традиции наступает самый смачный момент нашей программы. А сколько их еще будет? Но сейчас, увы, настало время прощаться. Здесь нас приютили, обогрели, пора и честь знать. Ну что, Зинаида Павловна, спасибо вам большое за гостеприимство. Да. Очень понравилось. Мне у вас понравилась кухня, понравился ваш олень, которого зовут Студент. Вот. Я надеюсь, мы еще свидимся. Я желаю вам счастья, добра, огромного здоровья и дай бог, чтобы все было хорошо. Вам тоже всего хорошего и побольше хороших передач о севере. Обещаем, будут. Вперед, навстречу к новым народам. Покидая республику Коми, этот чудесный край, я испытал странную грусть. Мне будет искренне не хватать этих простых, замечательных людей, этой необычной северной природы и гостеприимного тепла, которое греет даже в самые крепкие морозы. Но ничего, быть может, еще вернемся.